Привет, короче, смотри, сейчас будет вот это, я сделаю это. И мы друг друга вот это кидаем. Почему вы выбрали себе псевдоним Камиль Карате? Что такое хайп? Главное газовать. Они меня засудили, они украли мою победу. Почему вы не бросаете вызов персидскому дагестанцу? Он трус, он реально трус. Кто вы по национальности? С таджиками никогда в жизни не буду драться. Всем привет, с вами подкаст Пари Лайф, я Карина Нарсикулова, и сегодня у нас в гостях Камиль Карате. Мастер смешанных боевых искусств, боец поп-ММА, каратист, бизнесмен. Как я еще могу продолжить этот список? Спортсмен, бизнесмен. Шоумен. Да, шоумен, бармен. Ваши таланты не ограничены, как я понимаю. Конца нету. Знаете, большинство наших зрителей, меня в частности, интересует вопрос, кто вы по национальности? Потому что в конце каждого своего боя вы поднимаете и таджикский флаг, и казахский флаг, и узбекский флаг, а иногда просто вот совмещаете. Здесь смотрите, вот почему я поднимаю, это уже не первый вопрос. Да. Казахский, узбекский флаг поднимаю, чтобы нас уважали, нас, таджиков, живут в Казахстане очень много, около 50 человек. В Казахстане находятся именно таджики. Также в Узбекистане, что сейчас в данный момент отношения с Узбекистаном сейчас очень хорошо, да. Если вспомним, раньше, да, мы не могли туда, и также Узбекистан не могли к нам заезжать. Вот сейчас отношения хорошие, я поднимаю, чтобы нас уважали, чтобы у нас отношения были хорошие. Вот, которые таджики живут в других странах, чтобы... Вот многие мне говорят: Камиль, спасибо, что ты вот этот флаг поднимаешь, из-за тебя начинает нас уважать. И мне приятно, и им приятно, потому что очень, реально, очень много, если даже приедете в Казахстан, очень много наши земляки там находятся. Ну, все же я задам немного уточняющий вопрос. Таджики живут во многих странах мира. Да. А когда вы поднимаете на ринге, и тем более после победы, флаг потому что страны... мои земляки не могут поднимать свой флаг, и они живут в других странах, они тоже любят, уважают, так же, как местные они сами. Они тоже хотят, но у них нет возможности. Ну, раз я появляюсь на экранах миллионных при людей, да, почему бы не поддержать? То есть вы поднимаете флаг не за определенную страну, а именно за наших земляков и соотечественников, которые живут в этой стране? Да, за них. Какой флаг нам еще ждать в коллекции? Вот где больше таджиков, там и буду поднимать. Наши подписчики могут накидать в комментариях. Да, потому что они мне сами просят, когда первый раз приехал в Казахстан, за меня приехали очень много мои земляки. И они сказали: если ты поднимешь казахский флаг, мы будем очень благодарны тебе из-за того, что, говорят, мы здесь живем, работаем. Я говорю, ради вас я на все готов, чтобы у вас, если к вам появится уважение, я готов к этому. Вот а вообще, сколько у вас подписчиков в Инстаграм? Я не знаю, больше 400. Общаетесь с подписчиками? Выходите ли с не ними успеваю, на связь? но бывает, честно говоря, не общаюсь. Я прямой эфир делаю, общаюсь, как бы сам выхожу к ним на связь. А так, если отвечать на сообщения, там очень много сообщений, поэтому... К этому, к сожалению, не успеваю. Поэтому я делаю прямые эфиры, как бы сторисы закидываю, чтобы с ними держать связь. А для вас вообще важна поддержка аудитории? Конечно, как же, мы же ради них, и они смотрят, следят, без них никак. Для них же, поэтому они подписываются, они же не просто так подписываются. Есть какой-то интерес, и им тоже интересно, вопросы задают, что, как, и иногда советы спрашивают. В общем, общаемся. Ваше настоящее имя Камариддин Хасанов. Почему вы выбрали себе псевдоним Камиль Карате? Так как я вырос в России, 20 лет, больше 20 лет я живу в Москве. Как-то получилось, я сам каратист, у меня 4-й дан, я мастер спорта международного класса. Карате, а Камил как-то с детства приехал, начал там, не полностью Камариддин, какое-то мне дали прозвище, вот Камил. Дальше пошло уже у меня, друзья, Камил. Сначала Кама, потом уже Камил добавился, после этого вот Камил.
А карате, у меня есть друг, Максим Зенченко, очень близкий друг, мы с ним вместе выросли с детства. И он говорит, давай мы тебе откроем Инстаграм. И у него Макс карате, а у меня Камил карате. После этого пошло вот это прозвище. Да. Это круто. Почему вы решили оставить карате? Вы были многократным чемпионом, вы были тренером международного класса, и, в принципе, у вас было такое крутое будущее в этом виде спорта, но все-таки профессиональный спорт вы решили оставить. Да, потому что я почувствовал, что в ММА, оказывается, можно заработать хорошие деньги, а в карате я, честно говоря, не зарабатывал. Везде поднимал наш флаг страны, тогда меня не знали, во всех странах почти я побывал. И, честно говоря, все расходы я из кармана делал. То есть за это я не зарабатывал. Ну, получали там какие-то копейки, получали, а как только вошел в ММА, уже понравилось. Вы пришли в ММА ради денег? Как бы я хотел пробовать хотел, это, честно говоря, недавно получилось. В 21 году первый бой свой провел. Я работал тренером, у меня более 150 учеников были, в Москве тренировал, я работал в морском спорте, и ученики у меня успешные, я такой тренер был строгий. И в моем зале прошло кастинг, выбирали участников на поп ММА. И как-то получилось, я тоже участвовал там, и с этого пошло. Что вас больше всего привлекло? Деньги, слава, сам вид спорта, просто как вариант? Не, когда первый раз выступал, конечно, деньги. Я когда получил деньги, такие огромные деньги, я говорю, вау. Давайте раскроем маленький секрет нашим зрителям. Какой ваш был первый гонорар за выступление в поп-ММА? Первый был тогда 150-200 тысяч рублей. Ну, для меня это нормально было. 3 года назад получил. Так как в карате такие деньги не получал, хотя я выступал, и статусные турниры я выступал, участвовал, и везде призовых местах занимал. Ну, там не получаем, мы там только отдаем в карате. А тут пришел и 5 секунд подрался, и такие деньги получить, конечно, это вкусно. То есть мы можем сказать, что профессиональный спорт — это про статус, ММА и вообще смешанные боевые искусства с элементами шоу — это про деньги. Ну, смотрите, здесь мы уже же, это же наша работа. Вот давайте расскажу так. Когда пришел туда, я не думал ни о чем, не думал. Я просто пришел, я говорю, что здесь можно делать, что нельзя. И мне ребята говорят, правила здесь нету, ты выходишь, ты дерешься. Тогда ответственности у меня не было, у меня подписчиков не были тогда. Меня никто не знал в тот момент. 3 года назад, в 2021 году. Меня никто не знал в тот момент. Знали только мои близкие, родные. Тогда у меня ответственности не было. Я там уже неважно было, выиграю или проиграю. Для меня не было, без разницы абсолютно. То есть выходил, подрался, удовольствие получил, пошел домой. А как только вот сейчас меня уже за мной следят, миллионы людей следят, и также я представитель своей страны, Таджикистан, и здесь уже ответственность, понимаете, вот здесь груз, и начинаешь думать, блин, что будет, если я сейчас проиграю, что будет, если сейчас что-то случится, как я буду смотреть к своему народу, вот такой уже ответственность появляется. А раньше, как не знали меня, вот тогда было круто, то есть разницы не было. А сейчас уже это становится ответственность и моя работа, потому что из-за этого я бросил все. Все, что у меня было, я все оставил где-то там. Я зарабатывал очень хорошие деньги, тренировал детей, жил хорошо, не думал ни о чем. Пришлось все бросить, потому что, как я сказал, ответственность здесь уже большой. Оно того стоило? Уже поезд ушел. Ну, если бы вы могли отмотать время назад... Не хочу, вот все к лучшему, хотите? да, ничего не хочу менять, все к лучшему. Вот мне нравится сейчас то, что я делаю, этим я вырос. Сколько я себя помню, я всегда в спорте.
поэтому расставаться не получается. Что в поп-ММА вам нравится больше всего? Я же говорю, удовольствие, это просто кайф, это ощущение не передать. Камера включается, мы начинаем газовать друг друга, общение, вот это накапливается, да, накапливается же внутри. Своеобразное общение. Да, накапливается, и мы друг друга вот это кидаем, полный газ. Многие говорят, это у вас вот это все типа запланировано заранее, вы там типа делаете. На самом деле это не так. Мы каждый хотят получить свой кусок хайпа, поэтому кто. То есть вы боретесь больше деньги, слава и вот этот вот самый крутой золотой кусок хайпа? Нет, не деньги, а деньги сам приходит, а мы делаем хайп, мы делаем шоу делаем, потому что это людям нравится, все смотрят, все следят. Но мой хайп, это самый красивый, без грязи, без всяких лишних слов. Хайп может быть без грязи? Конечно, всякое может быть. Однажды мне один толстый боец сказал, я тебе сейчас, говорю, тубитейк, вот эти тубитейки, говорит, с тебя сниму. Я говорю, чтобы снять с меня тубитейки, говорю, догоняй сначала. Там вот это моменты смешные, там, ну, у меня проходит. Вот эта неприязнь, которая у вас происходит во время того, как вы встречаетесь face-to-face со своими соперниками, неприязнь, она до боя или она вот рождается из ничего во время боя? Вот этот адреналин, желание хайпануть и вот красиво, круто выступить рождает вот эту неприязнь и такое мощное соперничество. Конечно, каждый хочет получить свой хайп. Конечно, рождается это, мы не планируем заранее ничего не говорим. То есть мне объявляют, вот тебе соперник, я получаю свой соперник, и с ним мы начинаем газовать. Он как может, вот как мы сейчас сидим, да, и общаемся, я вас сейчас вижу первый раз, и также вы меня видите первый раз. Вот такой ситуация также у нас в конференциях. Как профессиональный спортсмен, каратист, вы можете сказать, вообще есть в поп-ММА хотя бы немного профессиональной спортивной этики, которая присутствует в других видах спорта? Вот я каратист. В первую очередь, кстати, это уважение к своему сопернику. Нет, это отсылка на пресс-конференцию. Да, уважение уже после боя. До уважения, какое может быть уважение, если он... До боя не может быть уважения к сопернику? Конечно, человек готовится, чтобы меня нокаутировать, готовится, чтобы меня выиграть. Как я могу его уважать? Человек настроен на то, что меня сейчас избит. И у него в планах, сейчас нокаутировать, задушить, там, травму мне дать. Как можно уважать этого человека? Все-таки поп-ММА это больше про спорт или это больше про шоу? Мне кажется, сейчас это номер один в мире поп-ММА по просмотру и интереснее, чем другие лиги, которые есть профессиональные лиги, которые они не могут свою лигу продвигать. А поп-ММА идет, конечно, это номер один. В клетке заходим, там уже... Начинается шоу или Нет, начинается профессиональный поединок? Там уже начинается война, не шоу уже. Настоящая война? Каждый настроен к победе. А почему вы сейчас не выступаете в хардкоре? Почему не выступаю? Потому что у меня статус поменялся, наверное, из-за этого, и мы никак не можем договориться. Ну, опять же, чек, туда-сюда. Предлагают не те условия? Да. Были время, когда мы сами пошли, сами просили бои, а сейчас имя заработали, которые своим трудом сделал себе имя, и могу поставить себе условия, так как уже с разных лигов поступает предложение. И я иду туда, где хороший чек предлагают и условия предлагают. Вот сейчас я выступаю за лигу Октагон, так как у нас есть хорошие условия, хороший договор. Поэтому я двигаюсь, где больше платят, там... Где больше платят. Конечно. Как заработать вообще себе имя в поп-ММА? Как заработать себе имя? Мне кажется, это приходит вот так.
неожиданно. Главное газовать. Да, газовать, ну правильно газовать. Есть болельщики, да, есть относятся к человеку с уважением и относятся к человеку не с уважением. Ну, заработать уважение это очень трудно. Ну, без хейтеров тоже неинтересно. Чем больше хейтеров, тем больше ты становишься известным, тем больше зарабатываешь деньги. Поэтому, наверное, многие делают вид, что они дураки, на самом деле это они умные. Вот, умные делают вид, что они дураки. А бывало ли у вас такое, что вы делали что-то намеренно, потому что вы знали, что именно с вот этого вашего действия будет бешеный хайп, куча просмотров, миллионы лайков, и это прям залетит? Конечно. Что делали? Назовите вот прям самое Если такое. я прям все расскажу, то это будет уже... Давайте так, одно самое такое действие, которое вы сделали намеренно, и вы знали, что это прям будет пушка, это прям залетит. Было. Назовите хотя бы одно. Я не могу это назвать, но было много чего, но я же сказал, вот, А было вот стыдно? эта мысль, вот смотрите, да, вот, дурак строит из себя умного, а умные люди иногда строят из себя дурака, чтобы сделать хорошо себе. Поэтому А бывало стыдно за какие-нибудь такие поступки? стыдно нет, за что стыдно должно быть. Вы же не рассказываете, что именно вы сделали? Нет, не стыдно, потому что я знал, что вот это будет вот такое, вот это будет вот так. Let's go. А как вы думаете, это честно поступать так со своим зрителем? Нет, это же шоу. Это же... А в шоу нет правил? В шоу нет правил. Я же говорю, кто как может, так и газует. Кто-то по красоту газует, кто-то не может контролировать себя, и получается у него какой-то отвратительный. Такой тоже бывает много, потому что они реально дураки. И вы по красоте газуете или у вас есть Я своя очень, тактика? если вы изучаете меня, вам понравится, вы ни одного слова плохого с моей Слова стороны плохого, кстати, не нет. найдете. Все мои слова очень такие... И корректные, я бы сказала. Да, ну веселые. Причем все красиво залетают. Все залетают. Но в интернете есть достаточно много сливов и маленький инсайт. Я знакома с людьми, которых приглашали сценаристами на такие площадки, как Хардкор и прочее. То есть там есть такая должность, как сценарист. В должность его входит как раз-таки писать некоторые трэш-токи и прописывать некоторые поворотные. И инсайтов, сливов очень много. Но я все-таки хочу спросить у вас, пишет ли вам кто-то трэш-токи, и действительно ли это происходит на самом деле? Нет, это не так. Так как я побывал во всех лигах, во всех площадках по ММА побывал, ни разу нас не изучали или какой-то текст нам не давали, что мы должны изучать. Нет, разговор не о тексте, а примерная последовательность действий, или условно здесь ты сделаешь вот это, потому что это будет круто. Нет. Либо до боя вы такие встречаетесь с соперником, такой, привет, короче, смотри, сейчас будет вот это, я сделаю это, и это 100% залетит. Нет. Такого не было ни разу. Такого не было. Все, И не будет. Все эмоции на трэш-токе, Все это эмоции. то, что вы Вот чувствуете здесь смотрите, и сейчас? Есть организаторы. Есть организаторы. Вот они говорят, ты пришел сюда, участвуешь в пресс-конференции, Да. и у тебя есть шанс показать себя. Вот и покажи себя, на что ты способен. Все. Никаких сценариев, Никаких никаких сценариев. подготовительных моментов. Лично с моей стороны нету и не видел. Кто-то заранее готовился, что-то сделал. Бывало ли такое, что что-то все-таки выходило из-под контроля во время трэш-токов? Я максимально стараюсь, чтобы не выходил я А из себя. бывало ли такое, чтобы выходило? И как это было? Бывало. Ну, я максимально стараюсь не показать это, особенно своему сопернику. Человек, боец, всегда старается залезть в голову. Каким образом, грязно, хорошо, плохо, но пытается разозлить. Ну, каждый боец так хочет этого. Ну, я максимально делаю вид, ну, не только делаю вид, но я максимально держу себя в спокойствии. Кому чаще всего вы посвящаете свои победы? Своему народу.
А бывало ли такое, что вы посвящали кому-то победу, потому что вас об этом попросили? Мне часто просят, многие просят, посвящай этому, тому. Ну, для меня вот победа, поражение, разницы нету. То есть Мгм. я вышел туда, вот не каждый может, не каждый человек может туда выйти и показать себя. Поэтому я, возможно, проиграю, возможно, выиграю. Ну, я настроен на 100% на победу. А там уже может быть всякое случиться. Поэтому я заранее не планирую там посвящаю победу этому, тому. Я Как вы относитесь? основной я делаю своему народу. А как вы относитесь к своим поражениям? К своим поражениям хорошо я начал с карате, потому что каратисты очень духовитые. М. Мы Ну, вас ведь каратисты, прокачивают вот эту духовность, которой как раз-таки у нету, каратистов нету в поп-ММА. нет, смотрите, мы не только сейчас по ММА, это мы говорим про ММА. Это целом. сейчас уже нету такой поп ММА. Есть хайп, есть поп ММА сейчас стало лучше, чем другие лиги, профессиональные лиги. На своих самых первых стартах там объединяли самых хайповых чуваков, то есть это Да. блогеры, артисты, которые мало что общего имели со спортом, но они выходили такие на ринг и показывали там, условно, если у них был какой-то дис друг на друга, они выходили и показывали это все условно кулаками, и создавалось шоу. Смотрите, я сейчас про дух, мы общаемся, как относишься, вы сказали, да? Давайте. Как я отношусь к своему поражению. Я каратист. Я больше 15 лет я выступаю. У нас каждую неделю турниры. И у нас проигрышев больше, чем победы. Вот каждую неделю, представьте, каждое воскресенье у меня турнир по карате. И я недавно перешел в ММА. То есть проиграть мне в ММА, да, ничего здесь страшного нету. То, что я вышел уже туда, я уже победитель. А есть бойцы ММА, которые начали с ММА. Ну, они относятся очень, я не знаю, как... Критично. У них, да, достаточно. они когда проигрывают, они закрываются месяцами, плачут, закрываются в комнату, ни с кем не общаются. Ну, такой у них характер, у бойцов ММА. Я думаю, такое не должно быть. Лично мне не стыдно, если я даже проиграю в турнирах, да. Во-первых, я никому ничего не должен. Я из своего кармана трачу на свою подготовку. Я сам себе покупаю витамины, сам себя обеспечиваю. Почему перед кем-то мне должно быть стыдно? Или почему мне должно быть, как я принимаю свое поражение? Я принимаю так, как есть. Достойно. Проиграл достойно, конечно. Если я проиграл, значит, что-то я упустил. Или соперник мой оказался чуть сильнее. Ну, я максимально стараюсь, чтобы не проиграть. Я газую до конца. Задного нету, мы идем до конца. Поэтому я отношусь ко всем спокойно. Победа или поражение, все принимаем как ассаламу алейкум. Если посмотреть по статистике, у вас больше побед или поражений? У меня поражений, ну, смотрите, у меня сейчас 9 победы, 2 поражения, но вот эти 2 Статистика поражения, хорошая, я смотрите, считаю. 2 поражения, они меня засудили, они украли мою победу. Поэтому я считаю, у меня сейчас 11-0. Планируете ли вы вообще выступать в ACA, Bellator, UFC? Вообще тянет в ту сторону, Вот. где больше за профессионализм не Нет, шел? где я сейчас нахожусь, меня устраивает вот так. Поэтому Видели, как у описать меня, место? у меня в планах нету куда-то переходить. Есть, ну, меня устраивает все, что у меня есть сейчас, где я выступаю, все комфортно, все кайфово. Поэтому двигаемся дальше. Я не Газуем смотрю, дальше. куда попало. Кто подбирает вам соперников в боях? Подбирают соперников, есть матчмейкеры, организаторы лиги, они подбирают, опять же, это подбирают, допустим, есть боец, есть хайповый боец, а мое место это хайповое место. То есть я с кем попало не дерусь, а желающих со мной, вот, желающих побить Камиля карате миллионы. Каждый человек, если взять, каждый человек хочет побить меня.
и хочет драться со мной. И каждый человек, который со мной дерется, он становится очень популярным. Кого хочет побить Камиль Каратэ? Все хотят побить Камиля Кого Каратэ. вы хотите побить? Кого я хочу? Я хочу тех, у кого есть реальный хайп, чтобы я забрал к себе, добавил хайп, добавил просмотры. Поэтому я дерусь только с хайповыми бойцами. То есть также они мне подбирают известных бойцов, известных, у кого есть актив, кто может принести за собой миллионы просмотров. Я с ними делюсь. А есть ли у вас сейчас на примете соперники, которых вы прям... Да, есть. Кто? Когда я его имя вспоминаю, прям получается как отравление у меня. Живот начинает болеть у меня. Он у вас вызывает такие чувства. Кто это? Это он недавно сидел в обезьянке. Я пошел, навестил его. Я в прямом смысле пошел в обезьянку. Давайте обозначим для наших зрителей. Мои зрители, поверьте, все поняли уже. С Простите, одного слова. просто. Они все. Вы скажите, друзья, вы же поняли, о ком я говорю? Кто отравление, кто в обезьянке сидел? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Да, напишите. Вот они поняли все. И как все прошла встреча? Он трус. Он реально трус. Я ему всегда отправляю памперс, чтобы он надевал. Я ему Как просто много надловить чего дух отправляю. соперника. Нет, он реально трус. Он много говорит, много болтает. Но когда слышит мое имя, его начинает там... У него получается отравление. Панические У него, атаки. да, у него чешутся руки, там выходят всякие болячки, у него живот начинает болеть, травма у него получается. В общем, он не хочет со мной драться. Как вы думаете, Есть. если он посмотрит это интервью, наверное, у него что-то заиграет, такое мужское Нет, достоинство? если он посмотрит это видео, он скажет: нифига себе, Камил что-то сегодня не газует. Такой спокойный, скажет он. Он просто Парилайф настраивает на такую волну. Да. Как вы Поэтому думаете? моя задача сейчас его поймать и наказать. За тебя, Адилахон. Я тоже. Я буду за вашу победу. Я его и так выиграю. Без Мы в это сомнения. верим. Вообще, как попасть? Наверное, все, кто сейчас посмотрит, они скажут, типа, вау, есть крутой такой способ быть не просто спортсменом, который пашет просто на износ на этих соревнованиях и бесконечных тренировках, но можно пойти в место, где ты поднимешь хороших денег, плюс ты получишь прям такой жирный кусок хайпа. И вот вы, как человек, который непосредственно в этой тусовке, вообще расскажите, как попасть в поп-ММА и вообще стоит ли это делать? Я даже вот как попасть, это очень много вопросов, да, как попасть. Друзья, я сам не знаю, как туда попасть. Я сам случайно туда попал. И получилось так, что я себя показал там хорошо. Как хорошо? Я не планировал, я тогда не знал, что такое хайп. Я не знал, что за мной будет следить миллионники людей. Я тогда реально не знал. Я потом говорю, что такое хайп? Что такое вот это слово? Много начал интересоваться. Сначала он говорил, что такое хайп, а теперь просто ищет самых хайповых бойцов. Да, но сейчас я уже в теме, я в этом бизнесе. Я уже газую во всё. Я уже сам себе сценарий пишу. Как попасть? Место сценария все-таки есть. Вот я имею в виду, я человек, который я сам себя сделал. Вы себе сделали сам, это бесспорно. В этом никто мне не помог. Ни друзья, ни близкие, никто мне не помог. Я сам себя сделал с Сапсаном. Быстрее, чем Сапсан сделал. И сердце Таджикистан сделал. Поэтому как попасть, я ничего не могу в этом сказать. Как попасть? А стоит ли? Придет время, стоит ли, у всех разные направления. Раз я в этом месте, я двигаюсь, у меня получается, поэтому я дальше двигаюсь. А есть бойцы, которые приходят, наоборот, они делают так, что не так, как должно было делать. Поэтому у них идет наоборот, в минус идут. Такое тоже бывает. Что для вас поп-ММА? Бизнес, деньги.
У вас было очень и очень много травм. Вы можете показать нашим зрителям просто огромный шрам на своей руке, Если я который... сейчас все буду показывать, соперники будут изучать меня и скажут, вот туда Я надо уверена, бить. что ваши соперники смотрели тот легендарный бой, где вы просто открытым переломом ломаете руку. Если вы смотрели Гарри Поттера, вы понимаете, о чем я. Когда у персонажа просто начала так плыть рука, это не фильм. Здесь это была не постанова. И вы ломаете руку и пытаетесь поломанной рукой захватить соперника. Я была в шоке, но все же это серьезная травма, значит, у вас столько силы воли, что вы продолжаете бой с травмой. Что вами движет в этот момент? Ответственность перед своим народом. Я вышел туда с флагом Таджикистана. За мной все смотрят, весь Таджикистан, 10 миллионов. И даже с поломанной рукой вы не можете позволить себе проиграть? Нет, там был ответственность серьезной. Я там не мог проиграть, потому что я его выигрывал. 3 раза я его отправил на нокдаун. Он искал меня, где я нахожусь во время боя. И как-то получилось, что я неправильно поставил, причем сам себе сломал руку, не соперник. Я его избивал, потом я еще сверху позицию взял, со сломанной рукой начал долбить его. И вот этот момент у меня в голове были только, ё-моё, главное, чтобы судья не остановил этот бой. Я хочу поехать в Таджикистан с победой. Я говорю, если сейчас судья узнает, что у меня рука сломана, и остановит бой, и победу отдают ему. И максимально не показывал, да, но тут все время думал не о том, что сейчас рука у меня сломана, я хочу остановиться. А у меня в голове нет, не останавливает, я хочу драться, я его сейчас выиграю. Я был уверен, что я его выиграю. Оставалось немножко, чтобы выиграть. И про руки я забыл, начал его долбить. Потом судья говорит, останавливаемся. Я говорю, ё-моё, здесь каждый меня забирает. Я говорю, эй, не останавливай, говорю. Я сейчас выиграю, я с судьей общаюсь, короче, вот так стою, у меня рука висит. Я судью говорю, не останавливай, говорю, бой. Я его выиграю сейчас. И он говорит, не, все, и меня успокоили, меня увезли. Я говорю, кому победу отдали. И до раздевалки. У меня только в голове вот это, кто выиграл? И мне приходит, говорит, Камил, no контент, никто не выиграл. И тут я, короче, с улыбкой, я забыл про вот это. С поломанной рукой, да. С улыбкой. Да, с улыбкой. Я говорю, тогда поехали в больницу, говорю. Теперь можно без в больницу приехали, говорит, Камил, говорит. Я говорю, да. Про спорт забудь навсегда, говорит. Я врачу вот так смотрю, говорю, вот это слово сказал, говорю, один раз. Больше, говорю, не повторяй. Твоя задача, говорю, делать операцию, вот сделай, пожалуйста, но мне не надо, говорит, мне выступать, не выступать, говорю, ты делай свою работу. Ну, немножко я разозлился в этот момент, когда говорит, что я завершаю, это я говорю, не тебе решать. Ну, дали ему понять. Все услышал, говорит, операцию провели, там еле-еле кости собрали мне, там, потому что как осколки были. Они вот так, как могли, так собрали. И железо туда завязали. Нормально, операция прошло. И полетел. Через неделю я уже начал тренировочный процесс. Через неделю? То есть у вас не было восстановительного периода? Я через полгода выступал, у меня кости вот так торчали. Мне врач сказал, тебе нельзя еще выступать. Прошло в марте я сломал, в сентябре или в августе, в конце августа я провел бой. Ради чего все это? Ради удовольствия, кайф. Но вы рискуете своим здоровьем. При худшем исходе, тьфу-тьфу, постучите об дерево, вы могли лишиться руки. Вот, но... Что суждено, то и будет. Если у меня что-то суждено, то и произойдет. А я буду двигаться, делать то, что мне нравится, а не то, что нравится другим. Я делаю для себя, для своего кайфа, не для кого-то. Я никогда не стараюсь и не делаю для кого-то. Вы получаете удовольствие от боев, от я кайфа? Получаю кайф, я получаю от этого много эмоций. И это меня заряжает. То есть это уже не хобби, это уже жизнь моя в этом спорте.
Почему сейчас вы выступаете в казахстанской лиге? Потому что организаторы из Казахстана, и у них есть своя лига, которая сейчас в мировом рейтинге где-то занимает 15 место во всем мире. Это лига Октагон. Это лига самая серьезная лига. И почему я выступаю? Потому что у них отношение ко мне очень хорошие. Всегда как родного человека меня встречают и провожают, и всегда спрашивают, как у меня дела, как здоровье, как состояние, что надо от них, что не надо. Вот это очень важно для спортсмена, чтобы они относились к бойцам вот так. А есть лиги, которые им по барабану, они говорят, вот мы тебе деньги платим, и вот давай приходи. Такое отношение тоже бывает. То есть они не спрашивают, как у бойца дела. Мне нравится лига Октагон, потому что каждый сотрудник Октагона ко мне относится как к родному человеку. Поэтому я полюбил эту лигу, и с ним я двигаюсь. Как проходит тренировочный лагерь бойцов? Жестко проходит, поверьте мне. До того жестко проходит наш тренировочный процесс, я уж никому не советую. Очень жестко. Как Просыпаться утром, идти на тренировку, чтобы тебя побил каждый там 10 человек, меняем соперника. Диета, там 2-3 месяца ничего не кушаешь, ешь только вот это зелени, укроп, петрушка, огурцы, помидоры, вот эту воду пьешь, как будто это вкус торта, понимаете? Это вот это. Бывают ломки? Ну, вы просыпаетесь и такой, хочу шашлык просто. Да, вот этот момент, вот я же говорю, я воду пью, как будто я говорю, я сейчас ем торт, я ем вот сейчас плов, я крутой кушаю. Это реально, это я не придумываю, это по факту я говорю. Никому не советую, честно говоря. Если вы занимаетесь бизнесом, вот, пожалуйста, занимайтесь. Если другими делами занимайтесь, потому что это очень травмоопасно, и реально здоровье потеряете, очень много здоровья потеряете. Вставать, режим соблюдать, утром тренировка, вечером тренировка. Сложно, ничего хорошего нету. Назовите ваших топ-3 бойца поп-ММА или топ-3 бойцов мировых просто рейтингов. Мировых? Камил Карате, Нурулла Алиев, Муин Гафоров, все наши. Мухаммад Наимов, Фаридун Одилов. Там много кто есть. То есть у вас в основном он состоит из наших бойцов, верно? Конечно, зачем мне за кем-то другим следить, когда есть наши таджикские бойцы? Я за ними слежу. Это здорово. За другими не слежу и не болею. Почему вы не бросаете вызов персидскому дагестанцу? Потому что я считаю его своим земляком. Он тоже персианин. Перс. Я считаю, что он тоже таджик. Я в первом бою сказал, с таджиками никогда в жизни не буду драться, поэтому не предлагайте мне. Я в первом бою вот и так вы следуете этому принципу, даже если вам Конечно. предложат просто сумасшедший гонорар, на условиях, Вот что это будет $1 товарищеский миллиард бой? дадут, я не буду драться с таджиком. Почему у вас такой принцип? Потому что я патриот своей страны. Это здорово. Перейдем к вопросам от подписчиков. Токагас вас спрашивает, будешь ли ты еще драться в карате комбат? Кто спрашивает? Его зовут Токагас. Токагас. Когда я буду выступать в карате комбат? Он запоминает ваши имена, поэтому я была бы аккуратнее. Не, хороший вопрос, когда я буду. Я провел пару раз бой. Хорошо показал себя там. Смотрите, как произошло. Когда я приехал первый раз в Америку, я уже был хайповый. У меня был хайп, я был в теме, я в этом бизнесе. Они не знали, что такое хайп. Когда я приехал первый раз, я такой шум поднял, что они все офигели от радости.
И сам президент получил эту информацию и начал искать, кто такой Камил Карате. Он начал меня искать, и все ищут меня, и говорят, тебя ищут президент лиги. И увиделись, говорят, вау, Камил Карате, вот про тебя уже наслышан, все довольны, мои люди все рады, что ты приехал. Ты первый человек, говорит, который ты здесь всех порадовал. То есть порадовал даже, когда люди снимают же, и всем скучно, и они начинают говорить, бойцы, вот так стой, вот так стой. А я пришел, всем настроение поднял. То есть они мне ни слов не сказали, я сам, давай вот так делаем. Когда мне говорят, нет, так не пойдет, надо вот так делать. И вот так мы пообщались со всеми, там, у них реально атмосфера бомбическая. Ну и провел один бой. Потом они мне дали контракт, долгосрочный контракт. Но не смогу поехать из-за того, что проблемы, скорее всего, из-за визы и из-за того, что получить эту визу. Пока ты получишь эту визу, у тебя волосы становятся белыми. Причем это мне надо самому бегать. Я говорю, друзья, с вами хорошо работать, но без вас лучше. Не так напряжно. Да, потому что он сам расстроился лиги. С ним до сих пор я общаюсь, он со мной всегда на связи, президент лиги. Говорит, всегда рад. Я говорю, спасибо, ну здесь меня устраивает, потому что я не знаю, кто пробовал получить визу, это реально страшно. Ну, чисто из-за визы не смогу поехать. Поэтому из-за этого просто. Окей. Да. Мухаммад спрашивает, когда ваш следующий бой? Следующий бой, многие соперники, которых предлагают мне, у которых есть хайп, они отказываются в прямом Простите, смысле. уточняющий вопрос. Условно, если вам предлагают соперника, имеете ли вы право отказаться? Финальное слово за вами, либо все-таки за теми, кто подбирает вам соперника? Когда у бойца есть статус, он немножко позволяет себе выбрать себе соперника. А когда обычный боец, у него другого шанса нету. Потому что у него нету имя, нету возможности выбрать. Поэтому они принимают такого бойца, какой есть. А я уже могу себе позволить. Я говорю, вот это устраивает. Вот это. Ну, в основном я не говорю. Я говорю, вот кого даете, но чтобы у него было имя, чтобы я у него мог забрать его хайп, его просмотры мог к себе забрать. Когда Вот следующий бой? Следующий бой 23 августа намечается. Из-за того, что мой соперник из Узбекистана, Адилахон, отказался со мной драться, и приходится мне драться с другим человеком. А кого дадут, я не знаю. Для меня нет разницы. Главное, чтобы этот человек был хайповым. Но мне хотелось бы подраться с Адилахоном, которому неделю назад отправил ему соску, чтобы много не болтал, и памперсы. Надеюсь, Адилахон ты получил. Дай мне обратную связь. Когда ты будешь драться со мной? Махасти спрашивает, следующую победу кому посвятите? Как вы настраиваете себя перед боями? Это два вопроса? Два вопроса, не отпускают вас с одним вопросом. Ей интересно, кому вы посвятите следующую победу? Следующую победу своему народу. Уже по традиции. И как вы настраиваете себя перед боями? Это, капец. Я говорю, быстрее, клетку открыли, пустили нас, потому что до боя у тебя тысячи мыслей. Как я сказал, когда меня не знали, мне было по барабану. Я вышел туда, а сейчас, вначале, помните, я вам рассказал, а сейчас ответственность очень огромная. Поэтому перед боями тысячи мыслей в голове. Тысячи мыслей. И я говорю себе, ё-моё, как я сейчас буду, как сейчас вот так. А вдруг я проиграю, вдруг там так получится, вот так буду бить, так делаю. Если проиграю, сейчас минус друзей будет. Если я проиграю, мой народ меня не встретит. Если я проиграю,
вот этот друг уйдет от меня, этот друг уйдет от меня, этот друг. Когда проигрываешь, всегда люди уходят. Ну, А когда выигрываешь, у тебя вот такие все вокруг тебя друзей. Ну, я говорю про бойцов, а мне вообще, я же говорю, мысли вот такие есть, но я принимаю поражение достойно. После, если я проиграю, я все равно пойду торт съем. Это круто. Если даже проиграю. Кирилл Флиппинг вас спрашивает, любимое место на земле? Таджикистан. Не обсуждается даже. Любимое место, о котором всегда и везде показываю свою страну, какие мы гостеприимные, почти всему миру. Свою страну показываю, какие мы гостеприимные, какие мы, ну, не пацаны с улицы, да, мы такие тоже крутые, гостеприимные, хорошие, уважаемые. Вот как наш президент, да, показывает, также мы стараемся показать, чтобы нас уважали, любили и к нам относились в других странах хорошо, приветствовали, чтобы кто не знает, да, чтобы они в гугле смотрели Таджикистан и смотрели, какая красота у нас, сказали, вау. Мне кажется, я уже миллиардам людям показал свою страну, Таджикистан. Я считаю, это крутая миссия. Очень круто, что на международном уровне, на мировом уровне вы просто представляете Таджикистан. И, если я не ошибаюсь, вы здесь давно не были, да? Да, 20 лет. Ну, я приезжаю так на 1-2 дня, так в целом я первый раз в своей жизни нахожусь прям долго. И, кстати, это совпало с тем, что вы стали моим первым гостем на подкасте. И спасибо вам большое за интервью. Да, и вам спасибо. Спасибо. У нас есть небольшой подарок от наших партнеров. Спасибо большое, что нашли время и пришли. Это вам.